Вы знаете, чем отличаются крымские татары от других народов? Мы отличаемся тем, что кофейная культура, как один из сильнейших нематериальных наших сокровищ, мы пронесли через все испытания, которые у нас были. Я вас уверяю, не стоит недооценивать кофейную нашу культуру. Это не пищевая привычка, это намного больше. И поэтому, когда вы думаете про то, что вы варите джезве, вы пьете кофе, не относитесь к этому халатно. Мы не пьем кофе по привычке, мы не пьем кофе автоматически. Мы пьем кофе, потому что это часть нашей культуры, это очень важная часть нашей культуры. Просто задумайтесь и осмотритесь, кто еще пьет кофе так джезве, какие еще народы так пьют. И вы вдруг почувствуете свою уникальность. И что я вижу? Мы имеем сейчас супер классный, вкусный flat white, я извиняюсь, я сейчас на английском сказал, и, скажем так, и имеем джезве, над которой надо работать. Я сейчас тоже мягко сказал, да? А на самом деле мы пилим сук, на котором сидим, потому что наше джезве должно быть супер уникальное. Вообще, то есть никакой бренд, никакой магаз, никто даже близко, чтобы не мог подойти к нашему джезве. Потому что джезве, кофе в джезве, да, это основа основ. Это то, на чем стоит наша культура. Мы сейчас очень хорошо продвигаемся в вкусовых вещах, да, и это тоже супер, кстати, потому что, ну вы же все знаете, да, вот кто занимается кофейной культурой, понимает, что вкусовая олимпиада началась совсем недавно, ей там лет 30-40, может быть, немного совсем, это очень мало. А кофейная культура, ей больше 1000 лет, вы задумайтесь об этом, 1000 лет приезжали люди в Крым, и в том числе Ивлия Челеби, рассказывали о том, какой здесь ароматный кофе. Европа отдыхает, все отдыхают. Понимаете, да? Просто задумайтесь над глубинным смыслом, что этот джезве несет вместе с этим, вместе с этим джезве идет. Это наша тысячелетняя культура, которую не смогли уничтожить. Вы понимаете, как это серьезно? Поэтому у меня и душа болит, когда я прихожу в кафе по Крыму, да, в кофейне. Я честно говорю, я во многих кофейнях, во многих заведениях я сейчас кофе не заказываю. Не потому, что я такой, ведь типа, я кофе, не поэтому, а потому что мне больно этот кофе пить. Понимаете? Мне за это больно, потому что приезжают люди, которые не знают нашу культуру, и они по этой чашке начинают делать выводы. Я извиняюсь, но это очень серьезный вопрос. Я хотел, чтобы этот джезве был везде, чтобы он варился, чтобы было много кофе в джезве. Пускай будет черный, пускай будет с сливками. Но вот, слушайте, джезве, каве, кара каве и вот эти вот домашние сливки, да вы вообще эту бомбу кому-нибудь подкладывали? Я за бомбу сейчас тоже извиняюсь, конечно. Это же просто вообще вынос мозга. Вот этим еще у молока там пенку, когда кипятите, вот эту желтенькую наливаете. Да, я знаю, что это не всем нравится. Я видел вот такие лица, кто просто об этом представлял. Но я вырос в такой среде, в которой самому почетному гостю давали вот такие сливки. В первую очередь давали. И, конечно же, мое детство все прошло с дигерменом. Ну, не все, скажем так, да, но когда я приезжал к бабушке на лето, а я приезжал, ну, на длительно, не на 2 дня, то, конечно же, это дигермен я крутил. Дигермен — это мельница, да, кофемолка. И хочешь не хочешь, эту культуру ты перенимаешь. Я вам, знаете, что скажу? Что очень серьезная вещь кофе. Почему серьезно? Моя хартана, моя бабушка рассказывала, что это Сиваш, то есть это прямо на берегу Сиваша, они занимались солью, да, и когда в тяжелейшие времена, когда кофе просто было не достать, он был очень дорогой. И жарили пырпыр делали, и жарили горох, и арпа жарили, ячмень. То есть все имитировалось, да, имитировалось под кофе. И кофейные зерна были очень-очень ценными, очень важными, очень такими, знаете, редкими. Но если к вам пришел гость, если вы ему поставили не кофе, не из кофейных зерен, это, конечно же, был провал. И поэтому у Хартаны всегда кофе был вот здесь вот в грудном кармане мешочек с зернами кофе. Вы просто задумайтесь, насколько это
прочная наша культура, насколько это основа основ. То есть ты своего гостя хочешь угостить лучшим, что у тебя есть. У вас, может быть, еды дома не было, да, это реально тяжелые времена были, это 20-е, 30-е, да, когда были всякие расстрелы, были раскулачения, вот эта жесть, когда была, вот тогда вот это вот зернышко, оно было вот здесь. И только чтобы никто не выпил из своих, да, быстренько там втихаря, а пришел гость, чтобы как бы лицом в грязь не ударить, сделать настоящий правильный кофе. Задумайтесь, насколько это важная, очень важная и очень тонкая вещь. Я уверен, что каждая семья такую историю имеет. И не просто так дигермены все сохранились. Вот у меня вот здесь вот сейчас дигермен. Вот, смотрите. Айдарага Халилов, музей Золоман, мне его подарил. Этот дигермен крымской работы, крымских мастеров, он старый. И таких дигерменов было огромное количество вывезено вместе с депортацией и возвращены в Крым. Вы задумайтесь, вам дают время на то, чтобы собраться, а вы берете тяжеленную штуку, которую надо таскать и которую нельзя съесть. Но его убрали наряду с Хураном. Хуран и Дигермен это было самые частые, ну и плюс фотографии еще. Это были самые распространенные вещи, которые брали с собой. Это говорит о том, что эта культура наша мощнейшая, понимаете? Это просто мощь. И мы должны в этой культуре углубляться. Мы должны мы должны про Дигермен знать все. Про кофе знать все. О том, как варили кофе, знать все. Не то, что делает машина. Я ни в коем случае не принижаю навык, скилл бариста, да, кто сегодня занимается кофе. Это суперпродукт, это вкусный кофе, реально вкусный кофе. Мы об этом сейчас тоже поговорим. Но это не база наша. Вы понимаете? База должна быть наша сделана. И мы уже потом с итальянцами, с японцами, с австралийцами, мы потом варим, мы потом состязаемся о том, как приготовить там flat white, там эспрессо, там неспрессо, что хочешь. Это вот в этом поле мы все равны. Но на поле джезве мы должны быть первыми. Потому что это наша основа, это наша культура. И мы должны ее развивать, мы должны не относиться к ней как, знаете, такому, ну, что-то простецкому, что-то чему-то, что когда-то имело роль. Я сейчас вам покажу свою еще джезве. Вы посмотрите только сюда. Вы просто посмотрите на это. Это джезве уже наших родственников. То есть это уже, по сути, я могу сказать, ну, это нашего рода джезве. Джезве с крышкой. Вы можете себе представить, насколько это уникальная вещь? И в нем готовили кофе вплоть до... Вплоть недавно только перестали в нем готовить. Вы посмотрите на эту штуку. Это просто произведение искусства. И мы должны все крымские татары, мы должны это понимать. Это должна быть база, понимаете? Для нас это должна быть база. Джезве, не эспрессо, не американо, не капучино. Это все классно, но это не наше. Давайте джезве поймем, прям четко, да? Разберемся в этом. Заново научимся готовить в нем. Все, дома, везде. Я не говорю, что мы уже все это умеем. Плохо варят дома тоже. Мы тоже плохо варили и тоже плохо продолжаем. Но мы стараемся. Надо постараться варить кофе классно. И я уверен, что многие из вас знали, что когда ты приходишь туда, где тебя любят, тебе подают супер кофе. Супер классный джезве. И с пенкой, и с хаймахом, и все как положено. И конфетки, сахар, шекер, все есть. Вас любят. А если вам дембель запарили, значит, ну, вы или уже надоели, или что-то такое.